Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Корпоративный сектор Якутии. Такова будет тема разговора сегодня. Когда мы произносим корпоративный сектор Якутии, в умах большинства жителей республики возникают три понятия: Алроса, дивиденды и доходы республики. Наша гостья в студии Екатерина Миронова, заместитель министра имущественных и земельных отношений Республики Саха-Якутия. Екатерина Константиновна, здравствуйте. Здравствуйте. Вот какие доходы приносят республике дивиденды крупнейших компаний? В республике в общей сложности насчитывается 46 акционерных обществ с участием республики в уставном капитале. То есть республика является акционером в этих 46 акционерных обществах. А наше министерство является представителем акционера. Вот по итогам 2022 года с участием республики, без учета дивидендов Алроса, акционерные общества привнесли 210 миллионов рублей в доход республики. Это при плане 81 миллион рублей. Это будем говорить о том, что план по дивидендам перевыполнен в 2,5 раза. Что касаемо Алроса, скажу. Вот что санкционное давление недружественных стран, оказываемое на Россию с февраля 2022 года, оно, конечно же, в целом повлияло на весь сектор экономики, ну и в том числе на нашу республику. Вот. И при рассмотрении вопроса о выплате дивидендов, значит, общее собрание акционеров нескольких акционерных обществ на тот момент приняли решение дивиденды не объявлять и не выплачивать. У них, конечно же, были доходы на тот момент, но государство у нас находилось под санкционным давлением, как я говорила, на тот момент. И прежде всего, принимая решение о выплате и объявлении либо дивидендов, правительство и страны, и республики должны были прежде всего думать об снижении рисков и сохранении устойчивости наших стратегических предприятий. Вот. В настоящее же время ситуация немножко улучшилась, И по итогам первого полугодия 2023 года Алроса рекомендовала своим акционерам на собрании 30 сентября рассмотреть выплату дивидендов. Вот. И одобрить выплату в размере 27,7 миллиардов рублей. Вот, да. Как сказал глава республики, наш Айсен Сергеевич Николаев, он на заседании наблюдательного совета по итогам первого полугодия 2023 года в текущей непростой геополитической ситуации мы видим, что финансовые результаты, которые демонстрирует сегодня Алроса, они более чем достойные. Вот. И ранее в этом году также бюджет получил больше 10 миллиардов рублей в результате увеличения по налогу на добычу полезных ископаемых. Эти деньги, они поступили в бюджет, и в значительной мере они были выплачены алмазным провинциям. Вот. То есть в республику средства дивидендов Алроса поступят на сумму более 9 миллиардов рублей. Бюджет Якутии получит в результате более 6 миллиардов рублей. И якутские алмазные провинции, они получат более 2 миллиардов рублей, соответственно. Ну, не секрет, что крупнейший акционер — это Алроса. Акционером еще каких компаний является наша республика? Они ведь тоже приносят доход в бюджет. Да. Как я и сказала выше, действующих акционерных обществ на сегодня у нас 46. Вот. Все эти акционерные общества у нас являются субъектами государственного сектора. Они, я и как говорила раньше, они привнесли доход в размере 210 миллионов. А вообще, если говорить прежде всего, то наши акционерные общества, они прежде всего социально значимые предприятия. Это все-таки с учетом отдаленности региона, и с учетом вообще в приоритете у нас, конечно же, социальная тема. Вот. Так, в интересах обеспечения, например, продовольственными товарами, то мы, как республика, имеем и контролируем пакеты акций таких акционерных обществ, как Якутский хлебокомбинат, Якутопторг. Имеются организации транспортной отрасли, обеспечивающие круглогодичную транспортную доступность. Республика
получается, является акционером 4 авиапредприятий. Это авиакомпания «Якутия», авиакомпания «Полярные авиалинии», аэропорт «Якутск». И, как вот всем, наверное, известно, по заданию президента страны Владимира Владимировича Путина была создана Дальневосточный авиаальянс «Аврора», где мы тоже теперь имеем 5% акций. Также мы являемся акционерами морского порта Тикси, Колымской судоходной компании, железных дорог Якутии. В области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства республика является акционером таких обществ, как Якутскэнерго, Водоканал. И сохранение за государством контрольного пакета акций, да, оно отвечает именно, я вот еще раз подчеркиваю, интересам социально-экономической устойчивости республики. И те взаимоотношения, которые вот республика как акционер выстраивает с менеджментом предприятия, вот это и есть корпоративное управление. Вот. И тут важно понять, действительно, да, акционерные общества, это предприятие, основной целью которой является извлечение прибыли. Но это в очень узком понимании, да? Потому что если же мы говорим о государстве и корпоративном управлении, то на первый план, конечно, выставляется обеспечить социальные обязательства государства. Это стабильность, безопасность жизни населения, а затем уже окупаемость всего этого управления в виде дивидендов, от деятельности организации. Ну вот вы сказали о том, что в прошлом году был план 80 миллионов, тем не менее поступило 200, да? 210 210 даже да. миллионов, да? Вот да. Почему происходит рост, а вообще как происходит вот это все? Раскройте механизм. Вот каждое акционерное общество, да, ведомство у нас закреплено за отраслевыми министерствами. Ну вот, например, пусть будет это Минтранс. Ну, соответственно, в голову приходит, что Полярная авиалиния, компания Якутия. Да. Если мы говорим Минсельхоз, то в голову что приходит? Конечно же, все сельское хозяйство наше, да? Вот. И получается, что, соответственно, министры и заместители министров, да, они помимо ведомственного контроля еще и являются членами Совета директоров. Это делается для чего? Это делается, чтобы защищать и исполнять интересы республики. Вот. Кроме того, по стратегическим акционерным обществам, в этих обществах обязательно членами Совета директоров являются представители Министерства экономики и Министерства финансов. Вот, значит, Совета директоров, наблюдательные советы, да, АО госсектора экономики состоят из лиц, занимающих должности. Да, вот, а кто еще туда входит? Да, вот мы с этим вопросом занимаемся с 2021 года. Вот как пришла в министерство, мы этим вопросом очень вплотную занимаемся. Почему? Значит, в советах директоров действительно было очень много, в основной своей массе были государственные служащие и замещающие госдолжности. Но, как мы понимаем, что государственные служащие, они очень занятый народ. И, соответственно, работа в советах директоров, она не оплачивается, причем, соответственно, мотивация слабеет, да, пусть будем говорить, а ответственность, она пожизненная. То есть это надо понимать, что это вот очень ответственная работа быть членом совета директоров. И мы вот тут уходим сейчас от института госслужащих к институту профповеренных и независимых директоров. Мы над этим работаем, да, очень То есть речь плотно. идет о наемных директорах? Да, они будут уже не государственные служащие, а вот вы можете. Мы делаем отбор, в определенное время объявляем отбор, и, значит, желающие, естественно, с компетенцией соответствующей, с образованием, они участвуют в профессиональном отборе. И, пожалуйста, в члены совета директоров, там работает комиссия, отбирается все. Это была проблема, потому что и компетенции иногда не хватало, и все. Но в этом году мы вышли уже на диаспоры. Диаспоры – это, значит, наши же, получается, граждане, которые живут, уже не за рубежом, а мы говорим о наших земляках, которые живут в других городах. Вот. И мы попробовали так, значит, мы собрали их, ВКС, нас пандемийный год научил работе в видеоконференции, тоже это довольно удобный механизм.
И вот мы собрали очень интересных людей, молодых людей, разных возрастов, разных компетенций. Они работают в разных совершенно стезях и много предпринимателей. И вот в плане мы рассказали коллегам, как это происходит, работа в разных акционерных обществах. Мы представили прямо вот каждое общество, и они сидели и слушали, чем занимается, какой у них уставный капитал, вообще чем занимаются. И им вот это вот довольно интересно стало. Они поблагодарили за открытость, что вот Минимущество открыло так себя, и что можно теперь заглянуть прям вот во все. И вот как пример, вот на этот корпоративный год у нас уже есть член совета директоров с Яндекса, Сахатранснефтегазе, если я не ошибаюсь. Мои коллеги поправят, если я не права, но, по-моему, да. И это очень правильно, и мы к этому идем. Мы будем уходить от института госслужащих к институтам профповеренных и профессиональных директоров. Но если говорить вообще, да, о компетенциях, которые требуются таким руководителям, что рассматриваете в первую очередь, что должен уметь человек, какие навыки должны быть? Это будет зависеть от общества, куда вы хотите подать. Да? Вот, допустим, если вы рассматриваете авиакомпанию Якутию, то, соответственно, у вас должно быть образование инженера. Да? Это будет приветствоваться, если вы закончили там институт гражданской авиации, пускай, да, будет. Ну, или экономист, да, или вот у вас интерес какой-то есть, но ответственность должна быть перед компанией, потому что, еще раз повторяю, это ответственность пожизненная. Ну вот есть такое понятие устойчивое развитие, да, в последнее время оно особенно актуально. Давайте поговорим об этом, что это себя представляет. Устойчивое развитие – это вообще комплекс мер, нацеленных на удовлетворение текущих потребностей человека при сохранении окружающей среды и ресурсов. Да. Это мы ориентируемся на то, чтобы наши последующие поколения тоже могли бы также жить и удовлетворять свои потребности точно так же. Но это сохранение, наверное, экологии, ну, всего, что мы, вот не зря же мы говорим, каждое поколение живет, как будто вот они вот в последний раз здесь. А теперь... Ну, то есть рост экономики может быть, да, при сохранении экологии, да, окружающей среды, уже, взаимодействие с обществом тоже. Это уже бизнес социально ответственный. Да, бизнес, он должен быть социально ответственный. И именно вот тут слово «социально ответственный» как бы во главу. И в прошлом году наши акционерные общества все утвердили стратегии устойчивого развития, положение утвердили о ключевых показателях эффективности, в которых есть вот и показатели достижения определенного вот уровня устойчивого развития. Ну, вот смотрите, да, может быть, приведите примеры, да, внедрения в работу республиканских акционерных обществ вот именно принципов устойчивого развития. Да. Ну, давайте вот я приведу несколько примеров, да. Ну, давайте приведем пример якутской республиканской типографии имени Гагарина, да. Но я просто являюсь членом совета директоров и вижу, как они внедряют вот это вот все и цифровизацию, устойчивость, вот это вот, да, и, значит, получается, ребята, они так установили, что производство от и до, все у них, как бы, производство, оно ушло на, цифровизация произошла, то есть в результате чего у них совершенно нет даже обрезков вот этих. Раньше это был такой труд ручной, а сейчас это до такой степени автоматизировано, что директор, сидя у себя в кабинете, вот он на экране большом, он видит, как зашло вот это вот все и как вышел продукт окончательный. Это книги, там у них эти газеты, очень интересно. А раньше это все было вручную. Вот это вот и есть бережливое производство, устойчивое. Это вообще комплекс мер. Допустим, если взять аэропорт Якутск, да, то в своей стратегии устойчивого развития они на первый план ставят задачу как формирование современного облика общественной инфраструктуры аэропорта. Данный эффект они планируют достигнуть к 2025 году путем преобразования объектов коммерции терминалов, организации детских зон в стерильной зоне, там комнат матери и ребенка, вот такое. Потом хотелось бы еще
сказать вот как пример о работе якутского хлебокомбината. Да. В прошлый корпоративный год я тоже была членом совета директоров и тоже воочию все это видела, как это все происходит. Да. И вот они молодцы, вот дали старт школьной программе проекта для учащихся образовательных учреждений. «Здоровое питание» называется. Целью программы является воспитать у детей культуру потребления хлеба, осознание ими здоровья как главной человеческой ценности, закрепить значит, полученные знания о пользе хлеба в игровой форме. Вот у них прекрасно вот, оборудованная есть комната, где детки сами, значит, от начала до конца пекут хлеб. И вот у них даже есть это супер хлебушек у них такой. Вот. Ну вот смотрите, да, эти принципы сейчас только внедряются, да, компании по ним только начинают работать, каким-то образом жить, взаимодействовать. Ну, надеемся, что в ближайшем будущем это все покажет эффективность, и мы, конечно, увидим результаты. Екатерина Константиновна, большое спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем дальнейшей успешной работы. Спасибо. Я напомню, вы смотрели актуальное интервью, оставайтесь на нашем канале.